Уха нет. Привет. Добрый день. С погодой нам, как сегодня, повезло. Так должно быть. Все за нас. Обязательно. Сейчас на площадку пойдем, там площадка очень красивая. Всем привет! Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в своих гаджетах, мониторах и тех, кто сейчас у экранов телевизоров. Это Казань. Мы в прямом эфире, и совсем скоро начнется беседа с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Мы будем общаться на новой модной локации Казани. Это терраса нового здания Национальной библиотеки Татарстана, открывшаяся совсем недавно после реконструкции 30 августа, в день столетия ТА СССР. Наш эфир станет кульминацией цикла программ в проекте «Татарстан онлайн». В этом проекте в рамках введения программ в социальных сетях мы общались с руководителями различных министерств и ведомств нашей республики. И все они отвечали на ваши самые актуальные, порой неудобные, нелегкие, но очень злободневные вопросы. В студии нашей программы были министры Марат Садыков, министр здравоохранения, Рафис Бурганов, министр образования и науки республики. Также была помощник президента республики Наталья Фишман-Бекмамбетова, которая рассказывала о запуске масштабной программы «Наш двор». Был у нас в студии также и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зябаров, и также другие руководители министерств и ведомств, которые рассказывали, отвечали на актуальные вопросы онлайн для пользователей социальных сетей. Ну а сегодня наш эфир вещают и крупнейшие республиканские телеканалы, и также мы транслируем эту программу для пользователей официальных сообществ Республики Татарстан в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках, ну и на все крупнейшие городские тематические сообщества нашей республики. Совсем скоро в эту студию на новой террасе Национальной библиотеки придет наш главный гость, президент республики Рустам Минниханов, и мы будем задавать ему те вопросы, которые присылали вы, которые задавали вы и на телефон горячей линии. И в течение нескольких дней мы собирали ваши вопросы, их пришло очень много, те вопросы, которые приходили в социальные сети. Сегодня у нас будет также и дополнительная внешняя студия. Это студия, организованная телеканалом «Новый век», ТНВ. Наши коллеги будут задавать вопросы на татарском языке от пользователей, от зрителей, которые захотят задать свои вопросы именно на татарском языке. И мы будем включаться, общаться с ними посредством наших плазм, наших экранов. Еще раз подчеркну, что это прямой эфир, и мы сейчас работаем на огромную аудиторию телезрителей и зрителей, которые смотрят нас в социальных сетях Республики Татарстан во многих крупнейших сообществах. Сегодня мы будем говорить на самые злободневные и актуальные вопросы, те, которые присылали вы. Конечно, формат нашей программы, мы просто не успеем задать все вопросы чисто физически, но самое важное, самое главное мы будем передавать обязательно в профильное министерство ведомства. А сейчас небольшой ролик. Xayrli kun Tatarstan. Biz Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgalievich Minnikhanov bilan efirimizni boshlaymiz. 3 kun davomida biz sosial sheltarlarda qaynar liniya telefoni osha ham respublikamiz uramlarında xalqni qiziqsindirgan so'rovlarni jiydik. Kishilarni surashtirib prezidentga so'rovlarini berishga taqdim etdik.
Гомумән 3000-дән артык сорау җыелды һәм иң әһәмиятлеләрен сайлап алдык. Сәламәтлек саклау, уңайлы мөхит һәм төзекләндерүгә караган сораулар, спортка, Татарстан традицияләренә һәм мәдәниятына, тормышта үз мөмкинлекләреңне куллану алуга кагылышлылары, тормыш сыйфатын яхшырту һәм Татарстан икътисадын үстерү, экология, кешеләрне турында кайгырту. Татарстанлыларны иң күбесе әлеге темалар борчый. Һәр сорауны республикабызда яшәүче реаль кеше бирде. Слышим. Итак, это прямой эфир, приуроченный к празднованию столетия образования Татарской АССР. И у нас в студии, на импровизированной студии, новой террасе, здание Национальной библиотеки Татарстана, которое совсем недавно открылось после реконструкции здесь, в Казани, в столице нашей республики. Рустам Нургалиевич Миниханов, президент Татарстана. Сегодня мы вещаем на огромную аудиторию, десятки тысяч зрителей, телезрителей и зрителей социальных сетей смотрят нас прямо сейчас. И мы рады поприветствовать. Рустам Нургалиевич, здравствуйте, рады видеть вас в нашей студии. Добрый день. Я тоже взаимно очень рад, что в рамках столетия ТАССР у нас много таких приятных событий, которые они носят такой вклад в развитие. Вот даже вот этот объект, который, он, понятно, в советское время был построен, и его задачи были совершенно другие. Сегодня будет служить уже как Национальная библиотека. И, как вы видите, значит, здесь самые современные решения, подходы. Очень удобно в центре города. Стоянка, которая была построена группой компании «Таиф», набережная, которая прекрасная. Место, да. То есть люди могут с удовольствием сюда приходить. И мы очень рады, что сегодняшний наш эфир проходит вот на этой площадке. Здорово. Рустам Нургалиевич, мы принимали сегодня вопросы к нашему эфиру и по телефону, и через социальные сети. Сколько у нас, Сереж, пришло вопросов? Уже больше 3000 вопросов, это на телефон и... Серьезная цифра. Понятно, что мы сегодня в рамках нашего эфира не сможем ответить на каждый вопрос, но мы отобрали наиболее часто встречающиеся вопросы, то есть, понятно, тренды. И если вы позволите, те вопросы, на которые мы не успеем ответить, мы вам передадим после программы. Ну, во-первых, большое спасибо, что вот такой интерес к нашей встрече. Люди волнуются, люди интересуются. Люди с чем-то не согласны, это очень хорошо. И, конечно же, в рамках вот сегодняшнего мероприятия те вопросы, которые я смогу донести, это одно. Но я обещаю, что мы внимательно все эти вопросы проработаем и соответствующие действия министерств, ведомств, муниципалитетов будут задействованы, чтобы мы услышали эти вопросы и была наша реакция. Рустам Нургалиевич, и перед началом у нас сегодня работает еще и внешняя студия, потому что много вопросов от татароязычной аудитории. Эту студию организовал телеканал ТНВ. И сейчас давайте поприветствуем их. Коллеги, вам слово. Приветствуем вас. Здравствуйте. Сәлем. Хайырлы көн, Рустам Нургалиевич. Без сезне ТНВ студиясынан сәламләргә бик шат. Чыннан да безнең ТНВ студиясы бүгенге чарада татарча сөйләүче бердән-бер студия һәм без сезгә туган телебездә сораулар әзерләдек һәм сезнең җавапларны көтеп калабыз. Элемтәгә кадәр. Хайырлы көн, исәнмесез? Бик шат сезнең белән аралашырга һәм сезнең сорауларыгызга белгән кадәр җавабын бирергә. И раз уж нас сегодня смотрит огромная аудитория и телезрителей, и зрителей социальных сетей, мы бы хотели начать нашу программу с вопроса о социальных сетях. Как вы к ним относитесь? Хотя мы знаем, что вы активный пользователь соцсетей. И у многих вопрос, как вы считаете, в чем польза социальных сетей? Вопрос очень интересный. Вообще мир меняется очень быстро. И там, в недалеком прошлом никто даже не предполагал, что социальные сети будут иметь такую мощь, такую возможность. Но у социальных сетей очень много положительного, но и достаточно много негативного. Но из всего, что есть, всегда надо попытаться
использовать полезные. Я тоже как бы участник всех этих процессов, у меня очень много подписчиков. Я стараюсь там интересные моменты из моей работы или что, если меня что-то удивило или там, понравилось, я стараюсь выкладывать. Но вот площадка, моя площадка, это вот куда идет масса таких информативных, критических очень иногда. И у нас есть специальные мои помощники, которые прорабатывают все эти вопросы. Понятно, не все они приятные, но, к сожалению, много там интересных сообщений, на которые надо очень оперативно реагировать. То есть это прямой контакт. Вот вы представьте, значит, 20 лет назад можно было вот написать там руководителю республики или там министру какие-то свои мысли. Пожалуйста, пишут, доступ есть. А я считаю, что это очень положительная новация, которую мы должны использовать. Вот коронавирус. Во время коронавируса вот, мы благодаря вот социальных сетей очень много программ, очень много контактов, очень много вот таких встреч проводили онлайн. Наши министры, главы администрации. Поэтому социальные сети будут развиваться. Нравится они это или кому-то не нравится. Значит, власть, она для этого и существует, чтобы уметь реагировать на те вопросы, которые возникают в обществе. Там разные, и политические, и экономические, и там разного рода. Поэтому социальные сети отношусь положительно, при всем при том, что это не всегда приносит положительные эмоции, но работа у нас такая. А в целом мы должны уметь работать уже в новых условиях. И это требование не только ко мне, как руководитель республики, это требование руководителю всех наших ведомств, муниципалитетов. Мы должны быть открыты, мы должны реагировать на те запросы, которые есть у нашего населения. Рустам Нургалиевич, раз мы заговорили чуть-чуть о коронавирусе, как вы считаете, ждать ли нам сейчас второй волны пандемии? Потому что Европа закрывается, тревожные такие вот звоночки раздаются. Знаете, вот коронавирус, он никуда не исчез, никуда не делся. Вот если взять там, конец марта или в марте, значит, ну, сначала информация шла там Китай, потом постепенно Европа, и потом все это пришло к нам. Мы были вообще очень беспомощны, не знали, что делать, как делать, но и та форма самоизоляции, которая, ну, сейчас можно рассуждать, что она была чрезмерной, но другого пути у нас нет. Ну, она дала, но вы представьте, у нас медицина к этому не была готова. Мы даже не знали, чем лечить, как лечить. У нас количество ИВЛ не везде соответствовало требованиям. Нам надо было полностью перепрофилировать нашу больничную сеть. Нам необходимо было оснастить и одеть, и обеспечить всем необходимым медицинский персонал. И мы были немножко не готовы, но за короткое время мы сумели все это понимать, изучить, и экономика заработала. Мы практически вот одну неделю, пока все эти вопросы не решили, все крупные наши предприятия начали работать. В принципе, у нас 90% предприятий работало. Очень сильно пострадал, конечно, малый и средний бизнес, сфера гостеприимства, рестораны, туризм. Вот они, ну и малый и средний бизнес. Крупный бизнес тоже пострадал. Оно же еще наложилось то, что все это нефтяная война, цены на нефть упали, значит, границы закрыты, встали, да. значит, там много таких вещей, которые мы не ожидали. Но это большая школа,
как вы говорите, ждать ли нам второй волны. Сегодня мы уже знаем, как с этим бороться. Мы знаем, как себя вести. Вот у нас всегда в кармане маска. У нас мы или перчатки одеваем, или руки обрабатываем. Мы всегда соблюдаем дистанцию. Ведь сегодня вот у нас где-то 22, 26, 28 человек выявляется. Но плюс какой? Плюс то, что уже тяжелых форм очень мало. Ну, это связано, может быть, с разными факторами. Может, вирус немножко там, или люди, иммунитет вырабатывается. Но я должен сказать, что это достигается огромной работой Роспотребнадзора и правоохранительных органов. 300-350 протоколов каждый день за нарушение. Ведь всем кажется, что вот проверяющие там ищут какие-то изъяны у кого-то. Нет. Проверяющие приводят нас в чувство. Вот, некое ощущение, что коронавирус вот, вам не коснется, он должен только, может там касаться кого-то там в стороне. Нет. Коронавирус он есть, значит, и масочный режим мы соблюдаем, и социальную дистанцию. Вот сейчас уже 50% мы на спортивных объектах и объектах культуры разрешили. То есть мы очень аккуратно к этому подходим. Я уверен, вот мы будем четко придерживаться всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мы четко будем выполнять все эти вот нормы, и мы не допустим, что вторая волна была. До конца мы не расслабляемся. Я уверен, что уже и вы посмотрите, крупнейшие наши предприятия, они за весь период работали, и каких-либо очагов не было. Были случаи, раз, два, и то они приносили коронавирус из дома. Кто-то в гости пришел, кто-то приехал. Вы представляете, ведь какое количество людей приехало из-за границы, привезли, вот, все мы получили из-за границы. Вот то, что мы обсервацию сделали, 14 дней жестко вот, придерживались. Но единственное, я считаю, что мы самоизоляцию немножко долго продержали. Надо было пораньше людей выпускать. Мое мнение, в школах тоже можно было вести занятия. Очень сложно было для детей, вот, в том режиме, которым они продолжали учебу. Опыт работы наших дежурных детских садов, и потом мы садики, как вы знаете, сразу открыли, значит, показывает, что никаких проблем мы не видели. И летний отдых детей мы тоже, по требованию Роспотребнадзора, 50-60 тысяч детей у нас полноценно отдохнуло, и у нас нет никаких вопросов. И сегодня вот мы все школы, все высшие учебные заведения, значит, открыли, и у меня нет сомнения. Но если мы расслабимся, конечно, вот там говорят, в каком-то регионе уже там переходят на интерактивную работу. Я считаю, что это просто их недоработка. Надо каждого, кто пришел на занятие, учитель, ребенок, значит, проверять. Второе, обеспечивать масочный режим, обеспечивать социальную дистанцию. Я вот официально и как бы заверяю, что никаких у нас проблем не будет. То есть 20 сентября никто 21 сентября, как ходят слухи, не уйдет на самоизоляцию, да. А кто так сказал? В интернете люди, знаете, вот, что только не говорят. Возможно, где-то это может быть, да, но я не вижу, что в Татарстане при вот такой мощной системе здравоохранения, при профессиональной работе нашего Роспотребнадзора, при активной поддержке наших правоохранительных структур, значит, при такой работе, точечной работе наших глав, вот я приезжаю, спрашиваю, сколько у вас привозят, сколько, они поименно, кто, как, откуда он это привез, они все знают. И это, когда вот мы все вот так четко прослеживаем, кто у нас появился, откуда,
Вот я же беру каждый день, вечером мне Потяшин докладывает, сколько человек, откуда, в каких предприятиях. Поименно я знаю, вот вчера сколько там с Крыма привезли, с Турции привезли, с этого привезли. Мы все это знаем. А главы персонифицированы, они очень нацелены. Вот при такой работе никакой второй волны, никаких этих не должно быть. Но расслабляться не буду. Я понял, спасибо. Как вы относитесь к вакцинации? Что вы о ней думаете? Знаете, вот вакцинация, она позитивна. Вот сейчас идет очень активная работа по вакцинации От гриппа? по гриппу. Значит, большие слова благодарности федеральному правительству. Это тоже поддержка части защитных качеств людей, мер. Несколько моих коллег, друзей, значит, ну, у кого есть доступ там, прошли вакцинацию, никаких побочных эффектов нет. Я считаю, что это дело добровольное. Если вот у нас поступят вакцины, мы в первую очередь планируем медикам, планируем системе образования, но это добровольно, никто никого не заставляет. Ты можешь иметь вакцину, ну и потом посмотрите, вот последние результаты по антителам. У нас 40 с лишним процентов тех, кого проверяли, работников медицины, уже имеют антитела. То есть этот процесс, он идет, он все равно идет. Много бессимптомно, даже люди не знают. Поэтому вакцинация и то, что наша страна первой в мире сумела разработать, а сейчас идет еще несколько вариантов новых типов вакцин, значит, ну, лично президент этот вопрос страны держит на контроле правительства. Я считаю, что здесь и ресурсы, и люди все нацелены, чтобы в нашей стране была создана. Вот она создана, и еще несколько типов новых вакцин разрабатывается. Поэтому поддерживаю. Хорошо. Сами привились бы? Ну, у меня таких этих нет, пока ходов. Да. Я подключу к нашему разговору вопрос от пользователей соцсетей, как раз тоже в тему коронавируса, в продолжении этой темы. Например, предприниматели переживают, если все-таки будет вторая волна, хотя мы, конечно, надеемся, что ее не будет, и дай бог, чтобы ее не было, будет ли помощь от государства или нужно рассчитывать на свои силы? Вот вообще ждут. Вообще всегда рассчитывай на свои силы. Когда ты рассчитываешь на помощь, ничего не получится. Но давайте вот посмотрим, какие меры поддержки были представлены федеральным правительством. Вот, те решения президента по поддержке там, детей, по поддержке безработных, по поддержке системных отраслей, по поддержке малого и среднего бизнеса. Это огромные цифры. Поэтому поддержка была мощная, но я уверен, что мы не должны допустить, чтобы была вот такая вторая волна. Это смертельно для экономики. Вы знаете, это, во-первых, мы увидели вот то, что самоизоляция была, а плановой медицинской помощи не было. Мы достаточно серьезно выросли 2 месяца по смертности. Там, когда люди сидели, а многие нуждались в такой постоянной медицинской помощи, мы сейчас перешли на плановый режим работы медицинских учреждений. Этого нельзя допускать. Поэтому наша задача, чтобы коронавирус он будет, мы за 100 дней построили новую инфекционную клинику, значит, на 200 до расширения до 500 человек. Вот специализированная клиника, она должна решать эти задачи. Остальные медицинские наши учреждения обязаны оказывать плановую медицинскую помощь. Вот что касается здравоохранения всех жителей республики, хорошо.
когда диспансеризация есть возможность пройти, опять же, в городе, это крупный город, и это сильное, крепкое первичное звено. Но есть ведь районы, есть села, куда не всегда медики-то и добирались. Вот, знаете, вы очень правильный вопрос поставили. Наш самый большой недостаток в системе здравоохранения – это первичное звено и профилактика. Мы упускаем очень много моментов, которые уже безвозвратны. Вы правильно сказали, вот первичное звено, что мы сделали? Вот мы же за последние 5-6 лет или 7 лет построили более 500 ФАПов во всех там сельских. Провели ремонт в ФАПах, те, которые нуждались. Мы провели капитальный ремонт, привели в порядок все поликлиники. Это первичное звено. Но есть ФАП, есть ФАП. Он может оказать там укол, сделать температуру там это. Ведь нужна более глубокая диагностика. Вообще люди должны проходить диспансеризацию. И ежегодно каждый житель республики должен пройти диспансеризацию. Значит, мы вынуждены были, значит, ну это не сделать. Сельский житель, у него сегодня надо 2 раза корову доить, там, в огороде работать, еще. Пока он не упадет, он, значит, в больницу не пойдет. Поэтому мы изучили опыт других регионов тоже и заказали 4 передвижных поликлиники. Значит, поликлиники полноценные, со всеми там необходимым оборудованием, и прикрепили их ведущим медицинским центрам. Челны, Казань, Альметьевск. Значит, и вот эти медицинские центры, они должны полностью охватывать в течение года всю республику. Вот опыт показывает, что каждый 10-й во время диспансеризации получает какую-то информацию о какой-то своей проблеме. А некоторых мы сразу госпитализируем. Таких случаев тоже много. В первую очередь онкология и сердечно-сосудистая, ну и другие. То есть каждый 10-й он какую-то информацию получает. А мы должны не бороться уже, когда опоздали, а вовремя превентивные меры предпринимать. Рустам Нургалиевич, вот по поводу превентивных мер, вы недавно были в Зеленодольске, и, насколько мы видели вот из новостей, кадров, видео, вы встретились с группой женщин, которые регулярно занимаются скандинавской ходьбой, вот этой ходьбой с палками, да? И вы даже сами сказали, что я тоже хожу с этими самыми палками. Вот это, наверное, хороший способ поддерживать себя в хорошей физической форме. И вообще, вот как вам удается, наверное, помимо палок, вы еще чем-то занимаетесь? Расскажите, как это происходит? Знаете, вот в первую очередь про скандинавскую ходьбу, это палки. Моя жена на отдых очень любит ходить с палками. Я как-то к этому относился, ну, Скептически. Мой старший брат, он такой, он очень спортивный. И когда я был на отдыхе в Крыму, значит, там же большие подъемы. Ну, ходить, я люблю ходить, но не очень комфортно. Я попросил палки. Но на самом деле ходьба с палками, она, во-первых, и скорость добавляет, и вот все эти подъемы очень легко проходить. Я в основном вот практически там, когда я здесь, в Казани, я живу недалеко от работы, я утром беру палки и очень с большим комфортом прохожу. Я считаю, что я советую, чтобы все, кто любит ходить, попробовали вот эту ходьбу. Очень она распространена и в Казани, и в Альметьевске, вот в Зеленодольске. Я подтверждаю, что я тоже поклонник вот такой ходьбы. Возможно, у нас даже какие-то турниры будут проходить, Дим. Вот здесь, на набережной, интересно. Вот, в парке Горького, оказывается, ходит мой старший брат. Он каждый день утром там ходит. Но у меня время поменьше, я на работу раз с палками пришел. Ну и, конечно, человек должен сам заботиться о своем здоровье. Если он режим не будет соблюдать, ну, правильно питаться, значит, ну, необходимый сон должен быть. Но и физически он должен
У нас прекрасный фитнес, прекрасно на улице есть, ходить можно, бассейнов, вот бассейн здесь вот видно даже, огромное количество бассейнов. Значит, я стараюсь там полчаса плавать, если у меня время есть, утром ли рано или там вечером. Ну и другие виды, очень хороший спорт у нас, очень хороший гольф, поле, очень хороший гольф. Это почти 10 километров, если 18 лунок пройдешь, пешком ходить. Почти советую вам. такая же ходьба. Да. Вообще очень интересная игра, и такая возможность есть у нас. Мы еще планируем построить гольфы, чтобы люди больше занимались. Это тоже такой спорт, который не связан с возрастом, не связан там с какими-то твоими спортивными данными. Любой человек в любом возрасте может участвовать, там, заниматься гольфом. Нам коллеги подсказывают, что в студии ТНВ есть как раз вопрос в продолжении темы, раз уж мы говорим о спорте, о здоровом образе жизни. Коллеги, слышите ли вы нас? И, пожалуйста, вам слово. Тамыргат, хайрлы күннәр, ТНВ студиясы сәламли сезне. Рөстәм Нургалиевич, сезгә дә күрсәтеп китим әле, безнең студияда бүген яшьләр, яшь эшмәкәрләр, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр, блогерлар, спортчылар, студентлар. Һәм инде сорауларыбыз да бик күп, сез үзегез дә спорт турында сөйләдегез һәм без дә шушы теманы дәвам итәбез. Сүзне мин спортчы һәм блогер Илшат Вакказовка бирәм. Рәхимет. Бик зур рәхмәт, Миләүшә. Хәерле көн, Рөстәм Нургалиевич. Менә дөрестән дә бик зур хыял иде сезнең белән аралашырга. Бу чынга ашты. Сорауга күчкәнче сезгә бер үтенечем бар. Сез Инстаграмны бик актив алып барасыз. Хәерле иртә белән без уянабыз. Сезне сәламлибез. Инстаграмда дусларга тәкъдим итсәк, сез кушыла алырсыз микән? Дусларга кушыла алмасагыз, репост ярый безгә. Лайк та ярый, мөмкин булса. Монысы өчен рәхмәт. Сорауга күчәсе килә. Безнең бит инде Татарстаныбызда, гомумән Казаныбызда безнең ишек алды дип аталучы программа әйбәт кенә эшләп килә актив рәвештә. Бик күп кенә дворлар, ишек алларыбыз ремонтлыйлар. Менә шуннан чыгып, мин үзем яшим Азия микрорайоны Шишмәле якларында. Безнең якларга да әлеге программа кайчан килер микән? Гомумән мин үземнең исемнән генә әйтмим. Әтиләр, әниләр исеменнән, балалар исеменнән, өлкәннәребез исеменнән мөрәҗәгать ясый килә. Шушы якларга да яхшы мөхит тудырылсын иде, Алла берсе сезнең ярдәмегез белән. Булыр микән бу? Беренчедән, сорауыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бу мәсьәлә безнең бер шундый зур, авыр хәл ителә торган мәсьәлә ул. Республикада 11,000 ишек алды бар менә шундый. Шуның бер 2,000 ярымына без тәртип салдык. Ахыргы елларда 6775 ялгышмасам ишек алды программасы. Аны кыска арада 3 елда җиңеп булмас, но 5 елда җиңәргә тырышырбыз. Шуңа күрә мин сезне ышандырам. Сезнең якка да мин хәзер әйтә алмыйм, язып алырбыз. Кайчан сезнең якка киләбез, безнең билгеләнгән. Кайчан, кайда, нинди ишек алды эшләнә. Шуңа күрә бу мәсьәлә хәл итәчәк. Мин сезгә ышандырам. Рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт сезгә дә. Рәхмәт. Рустам Нургалиевич, что касается программы парков и скверов, безусловно, амбициозный очень проект, который получил высокую оценку, как мы видели, и на федеральном уровне. И есть еще один не менее амбициозный проект, которому меньше года. Это программа «Наш двор», это программа реконструкции. Удастся ли ее сделать, также довести, на ваш взгляд, как и то, что происходит сейчас и произошло с парками и скверами? Знаете, вот я уже сказал, пределу совершенства нет. Вот мы сделали вот эту набережную, вот до сюда она была, сейчас вот эту площадку сделали, дошли до туда и в сторону ГИМСа идем. Да. В каждом районе, городе
мы уже сделали много, там 300 с чем-то скверов, парков. Этот процесс, он и дальше будет идти. Вот есть у нас программа, вот Казанка, если взять Казанку, здесь много интереснейших мест, 12 парков мы планируем вот здесь сделать. Но это потребует времени, потребует денег, но это исключительно такие доступные места, которые нужны. Я не знаю, вы вот Кабан смотрели? Кабан, он Очень красиво. никому, по большому счету, это был Кабан. Сегодня, на прошлую субботу посетил с визитом наш министр просвещения Кравцов, да. Кравцов. И так получилось, что мои коллеги решили ему показать набережную Кабана. Ну, я там ходил, я с гостями тоже прихожу, но это была суббота, это было где-то 5:30-6. Ну, там столько молодых, взрослых, с детьми. Значит, ну, я сам даже не ожидал, насколько вот и наша вот эта набережная, а вот Лебяжье озеро. Вы посмотрите в Альметьевске, какой проект реализован. Вот мы были в Муслюмово в прошлом году. Я удивился, в Муслюмово такой парк сделан. И это везде, везде. Вот мы были в Зеленодольске. То есть мы как бы вот, хотя эта тема, она еще не закрыта, и я думаю, ожидания людей еще и больше, но самая большая проблема, вот двор. Человек каждое утро, он выходит, даже студент там работает, а ведь огромное количество детей, огромное количество взрослого населения. У них, кроме двора, особо и идти некуда, и, может быть, и не нужно. Сделать двор комфортным для ребенка, для мамочки с ребенком, для взрослых людей, чтобы у каждого был свой какой-то угол. Это очень важно, потому что мы-то вот можем там скверы, парки, а во двор не заехать, там, с коляски не проехать, везде машинами заставлено. Это не порядок. Поэтому мы дворы приводим в порядок. Во-первых, мы встречаемся с населением. Есть специально у нас люди. Значит, руководить этим процессом, как и парки Сигер Фишман, Наталья вот, Львовна. У ней большая команда артисантов, очень подготовленных, амбициозных, молодых татарстанцев. Она приглашает много тьюторов из-за границы, из российских там ведущих там центров. И сегодня уже наш артисант, он мирового уровня. Поэтому даже вот озеро Кабан, мы приехали с Маратом Шакирджановичем, он республик прекрасно, да. Он увидел, он в Москве работал. Он говорит, ну просто это мировой уровень. Это оценка заместителя председателя правительства, человек, который делал там крутейшие объекты в столице. Поэтому очень важно, чтобы к этой работе были сопричастны жители. Очень важно, чтобы в этом процессе не только бюджет республики, и муниципалитет, и управляющая компания, и там спонсоры принимали участие. Чем больше его насытить там зонами, детской зоной, спортивной зоной, там, ну, минимум вот мы делаем, это, конечно же, асфальт мы делаем там по схеме, которую утвердили, там освещение, скамейки, детскую зону. Но там можно еще много что сделать. И такой опыт у нас есть. Поэтому, хоть это достаточно затратная статья, но это же наши люди. Что еще мы можем им сделать? Вот смотрите, этот год был такой, никуда люди отдыхать не могли уезжать. А вот у нас хорошо программа поддержки садов. Мы там дороги начали делать, электроэнергию, воду, да? Но это же люди, вот, благодаря вот своим садам, огородам, они как-то вот
отдыхают. справились с этой задачей. Мы разрешали, чтобы можно было туда выезжать. Поэтому все эти моменты, которые нужны для нормальной жизнедеятельности человека, чтобы ему было комфортно, чтобы ему было удобно, это вот наша задача. Поэтому это наш приоритет, мы эти программы будем держать на контроле. Вот это вот как раз вопрос комфортной среды. Раньше ведь как было принято? Там построили где-то дом, воткнули и дальше сами живите как хотите. Ни садика, ни поликлиники, ни школы. Люди потом в Казань выстраиваются в очереди, на машинах, да, ездят. Сейчас мы видим, что есть уже изменения, да, что есть уже на уровне решения правительства нашего республиканского подвижки по этому поводу. Здесь несколько есть и федеральных программ, и социальное переустройство села, и программа «Стимул». Значит, вообще вся проблема, когда все это идет стихийно, какое-то направление, или транспортная часть не решена, или социальная часть, или там тепла нет, очистных нет. Поэтому очень важно при решении таких задач эту работу вести комплексно. Вот эти программы, я как руководитель рабочей группы при Госсовете, значит, эту тему мы тоже продвигаем, но как бы я в этой группе работаю, это очень важно. Регион, какой бы он богатый ни был, он сам не способен решить эту задачу. Школа, садик, поликлиника – это вот минимум, что должно быть. Все вопросы дорог, тепла, газа, электроэнергии тоже должны быть решены. Поэтому это, ну, на квадратный метр это 8-10 рублей. Это очень много. Это повесить на жильцов, это очень дорого. Это и так жилье не совсем дешевое. Это опять идет удорожание. Ну и потом инвестиции, они растягиваются. Надо, чтобы люди, когда переехали, уже все, что необходимо, должно быть. Поэтому это вот первый вопрос. Мы тоже вот мы сейчас видим свои ошибки. Вот мы там Царева, там другие направления есть. Значит, они живут там, даже школы, садики мы построили, но едут сюда, потому что работы нет. Нам надо создавать вот некие такие площадки рядом с крупными жилищными комплексами, там технопарки, индустриальные парки, там, я не знаю, какие-то зоны, чтобы максимально разместить и создать там рабочие места. Вот это тоже первейшая задача стоит перед нами. Если мы не создадим вот такие ядра притяжения, где, во-первых, понятно, в поселке мы можем создать в части школы, садика, поликлиники, а люди же должны где-то зарабатывать, им доходы нужны. Поэтому вот тема создания рабочих мест, она стоит перед нами очень остро. Хорошо. Рустам Нургалиевич, нас сейчас смотрят по всей республике, и вопросы к нам приходили и приходят тоже со всей республики. Некоторые вопросы мы записали в видеоформате. Давайте сейчас посмотрим такой вопрос от жительницы Набережных Челнов. Меня зовут Лютина Галина Евгеньевна, мне 67 лет. Я живу очень давно, с 75-го года в Набережных Челнах. Я хочу, чтобы Набережные Челны стали такие же, как Казань. Мне очень Казань понравилась. И еще я очень вас прошу, организуйте для пожилых людей, которых сейчас тьма в Набережных Челнах, досуг, например, изучение иностранных языков. Мне нужен, например, английский. Я обожаю танцы. Вот танцы, чтобы были. Раньше они были, сейчас их нету. И еще что-нибудь спортивное, что-нибудь, кружки. Очень хочется. Вот съемочная группа по всей республике проехалась. Такие вопросы. Этот жительница Челнов переживает. Кружки, танцы, английский. Спасибо за вопрос и спасибо за высокую оценку, значит, нашей столицы. Но я должен сказать, что вот мы в
вчера имели возможность открыть татарский театр. Там очень много. Это не только театр, это комплекс, где и танцы, где и творчество, и все остальное. Я услышал этот вопрос, я обязательно эту тему и поручу, и с мэром переговорю, потому что у нас очень много библиотек, у нас очень много домов культуры, общественных, спортивных пространств, где мы можем это спокойно организовать. Есть опыт вот, по получению образования Казанский федеральный университет. Вот посмотрите, в Казани Дворец культуры Ленина, Московский, Сайдаш, в Дербышках, Юдино. Юдина открыли. Да, да. сейчас Чулпан. Все они должны работать на эти задачи. Значит, мы, конечно же, вот татарский театр сделали, обязательно будем делать русский театр. Но сегодня очень много мы ремонтируем клубы, многофункциональные центры, где можно и спорт, и это. Поэтому везде, конечно, нам надо учесть интересы не только там подрастающего поколения, а создать условия, чтобы и взрослое население имели такие возможности. Это очень правильный вопрос. Мы поработаем, чтобы максимально такие возможности были. Иногда, наверное, даже вопрос информирования. Не все знают, что вот в новом отреставрированном Нет, ДК... Во-первых, и информировать надо, во-вторых, и организовывать надо. Не шаблонно, когда там президент республики приехал, давай показать. Это реально работающие должны быть. У нас же школы тоже могут быть некоторыми после учебных занятий центрами притяжения, куда можно пригласить взрослых. Мы даже вот, я в Сингапуре видел, вот есть такая форма, значит, вот дом престарелых, а рядом детский садик. Вот чтобы взрослые вот эти люди имели некий вот такой контакт. Это же очень важно. Их нельзя, может быть, даже в некоторых местах их обязательно с молодежью, с детьми как-то их сближать надо. Этого не хватает. Нам же всем нравится. Вот мы вчера вручали материнский капитал вот в этом здании. Там такие, значит, семьи с детьми, там некоторые там с 2 детьми. Ну, конечно, я думаю, для каждого взрослого человека ребенок это и общение с детьми, это вот такая большая радость, и мы должны и эти вопросы продумать. Но вот в социальной сфере сделано очень много, вот то, что, о чем вы сейчас сказали. Но немало, ведь если посмотреть на 5 лет назад, вот за последнюю пятилетку, немало сделано было и в экономике, и политические есть у нас прогрессы. Ну, без экономики ничего бы мы это не сделали. Вот все, что я говорю, спортивные объекты. У нас 11 тысяч спортивных объектов. У нас 48 ледовых дворцов. Мы открыли вот сегодня 5 объектов спорта. Мы за один раз 4 закрытых футбольных манежа сделали. Значит, это, конечно, требует больших вложений. Вот программа «Дворы». Если у нас не было бы мощной экономики, конечно же, Локомотив – это нефтяная промышленность, нефтехимический комплекс, машиностроительный наш комплекс, наша энергетика, мощный агропромышленный комплекс. Поэтому все наше благополучие и рабочие места, люди должны зарабатывать. Где он будет зарабатывать деньги? Понятно, малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес, он должен быть или на входе, крупный бизнес, или на выходе, то есть на переделе, или на сервисе. Он оказывает услугу, значит, людям, у которых есть деньги. Поэтому чудес не бывает. Вот все это должно быть сбалансировано. Поэтому, конечно же, вот мы много установок уже запустили на Танека. Танека у нас там 99% глубина переработки. Мы запустили 6-миллионник, то есть второй завод практически. Сегодня мощности татарстанских нефтепереработчиков, это Танека и Таифинка, это 22-23 миллиона тонн нефти. Значит, хотя у нас вот переработка была 7 миллионов до 2010 года. Больше, чем в 3 раза. Это говорит, ну и второе, вот сейчас
Таиф Инка завершает комплекс по переработке тяжелых остатков. Это практически там, выход светлых абсолютный. Поэтому эти проекты, они очень инвестиционно затратные, но очень высокомаржинальные. Казань, оргсинтез, новые печи, современные, это опять экономика. Нижнекамск, Нефтехим, это он крупнейший производитель каучуков. Много таких проектов, которые... Вот я был вчера на КАМАЗе. КАМАЗ вот за последние годы полностью, вот посмотрите, современный двигатель создал, R6. Он не уступает ни одному мерседесскому двигателю. Сделали завод по производству каркаса кабин. Вчера мы посетили, идет большая реконструкция завода, прессорамного завода. Самый современный завод будет. Значит, КАМАЗ создал СП с Камензом, Сантрак фабрик, то есть двигатель еще Каменз, коробка, тормозная бренза. Все это уже в Челнах производится. Или вы посмотрите, какая модернизация Казанского авиационного завода. Вот практически он же уже как бы стоял. Сегодня он загружен, в том числе и заказами Министерства обороны. Очень хорошо загружен. Идет полная модернизация. Там, от 35 до 40 миллиардов. Это совершенно новый авиационный завод. Казанский вертолетный завод. Если мы посмотрим, и на западных компаниях у нас ничем не хуже. У нас современнейшая мехообработка, агрегатный цех, малярный цех. Все самое современное. Поэтому все эти проекты, особая зона Алабуга, вы посмотрите, сколько там, 30 с лишним крупных производств. Иннополис развиваем. То есть мы, или Кипмастер, это крупнейший, 1 400 000 квадратных метров площадей закрытых у этого Кипмастера. Или наш проект Химград. Это же рабочие места для предпринимателей, для малого и среднего бизнеса. Кроме крупного бизнеса это. Или вы можете посмотреть вот инвестиционный план компании Хайр. Это компания номер 1 по бытовой электротехнике. Да, она уже развивает свои производства в городе Набережные Челны. Это все позволяет многим людям смотреть с уверенностью в будущее. Да, фундамент. это рабочие места, это перспектива. Есть несколько факторов, которые мы должны понимать. Сегодня не то время, чтобы там агитациями оставить. Если он не будет видеть, что у него будет хорошее образование, и после этого он не найдет себе достойную работу, он, конечно, уедет. Наша задача создать, во-первых, не только вот эту комфортную среду. В этой комфортной среде людей не будет. И если мы не создадим рабочие места, достойную оплату, хорошие образовательные центры, безопасность людей, которые живут на этой территории нашей. Поэтому эти все вопросы должны быть сбалансированы. Если мы только будем строить парки и скверы, не будем заниматься экономикой, она ненадолго. Вы сейчас перечислили много городов, районов, в которых большие производства, мощные заводы, но наша республика славится еще и прекрасными, замечательными местами. И мне сейчас подсказывают, что как раз есть вопрос на эту тему из нашей студии, организованной каналом ТНВ. Коллеги, как вы нас слышите? Передаем вам слово. Добрый день, сәлем сезгә. ТНВ студиясы туры элемтәдә. Рустам Нургалиевич, сорауларыбыз бик күп, яшьләребез янып тора, хисләре ташып тора. Менә сүзне хәзер беренче рәттә утыручы кызга бирәсе килә. Үзе яшь, үзе шибәр, үзе блогер гына түгел, әле театр актрисасы да, үзе каушый, борчыла. Сүзне шуңа бирим әле. Рузанна Хабибуллина. Хәерле көн, исәнмесез? Рустам Нургалиевич, сез социаль шелтәрләрдә Татарстандагы төрле гаҗәеп урыннар турында бик күп роликлар кертәсез. Һәм без аларга менә ниндидер
ну, ихтибар күп булуын, кешеләрнең безнең республикабыз белән кызыксынуларын күрәбез. Менә Рөстәм абый, тиздән миңа кунакка туганнарым киләчәк. Һәм әлбәттә инде алар менә Татарстанда беренче тапкыр. Сезгә сорау. Менә сез әгәр дә минем урында булсагыз, сез иң беренче чиратта аларга нәрсә күрсәтер идегез? Беренче чиратта мин аларны яхшы итеп тәмин итеп ашатыр идем. Матур итеп ашаткандан соң, әлбәттә безнең Татарстаныбызда бик күп күрсәтәсе урыннар, җирләр, менә мин бит әйтеп киттем инде. Менә безнең шәһәребездә беренче урында Казан Кремле. Аннан соң менә бу Казанка буе, Кабан буе, менә бу безнең мәчетләребез, чиркәүләребез һәм менә бу Сверскийга, Булгарга барырга безнең бара торган җирләр күп. Акчагыз күбрәк булса анда, акча кимрәк булса берәр теге 1001 хәрәкәт ял көнне дигән бер шундый программа бар безнең туризмда. 8 районда анда акча әзрәк кирәк. Шуңа күрә үзегезнең хәлегезгә карата кая барсагыз да хөрмәт белән каршы алырлар сезне. Есть у вас, Рустам Нургалиевич, Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Рәхмәт. Спасибо. Мы еще будем подключаться к этой студии. Обязательно. Есть в вашем инстаграме такой хэштег «Прекрасный Татарстан» про удивительные места республики. Вот что касается внутреннего туризма, на ваш взгляд, как он будет Ну, развиваться? мы сейчас вот будем готовить специально еще программу, я специалистов пригласил. Внутренний туризм у нас он в самом начале. Вот я недавно был в Рыбнослободском районе, там такой интересный инвестор, он создал, обсуждали вопрос, ему дорогу построить. И как-то это, ну я думаю, давайте поддержим, щебеночную дорогу построили, прекрасное место, там у него какие, да, такие интересные животные, там такой он создал центр, он такой, и таких людей у нас много, вы посмотрите, вот Фиш, этот центр по рыбе, вот здесь прямо, да, такую инициативу начали. Район, да. Там можно и отдохнуть, и половить это. Но я уж не говорю для рыбаков, это наше водохранилище, Камское устье, там Тетюши, Лаишевский район. То есть, если ты охотник, у нас много охотнических хозяйств, если ты рыбак, есть для рыбалки. Сейчас активно идет работа по экотуризму. Есть маршрут до Тукай-Кырлая. Там вообще очень дешево, ну и физически хорошая нагрузка. И таких мест много. Мы можем в любой район сейчас. Пока они 8, но я думаю, что мы год-два эту тему будем развивать. Вот иногда мы ищем что-то увидеть где-то, да, ну вот. Ну что, у нас все есть. Волга, Кама, Вятка, там, озера, леса, все есть у нас. Когда приезжают к нам с арабских стран, да, мы же все туда едем, как бы это. Ну там неделю побыл, все, дальше уже невозможно. Они говорят, вы живете, у вас столько воды, столько зелени. Поэтому нам надо немножко сделать фокус. И у нас сервис не хватает. Надо вот небольшие моменты, чтобы человек перемещался, логистика была, обслуживание было, питание было. Минимальные вот такие вещи, и все это должно быть доступно. Вот такую программу я нашему руководителю по туризму Иванову поручил. Они вот должны на днях мне доложить. Есть у нас такая землячка, она там поработала и за границей, и в Москве. Оксана Саргина, они вот должны прийти. Я очень надеюсь, что мы новую такую хорошую нишу найдем. Еще, наверное, хорошо будет, если каждый пользователь соцсетей, по вашему примеру, когда приезжает в какое-то интересное, удивительное место в нашей республике, выкладывает фотографии в обязательном порядке, и вот так отмечает прекрасный Татарстан. Это очень правильно. Ведь мы вот
проходим, даже не знаем. Сами Вот не ря- знаем, Вы да. посмотрите голубые озера. У кого есть такие озера? Вообще, это чудо природы. Там, ну ладно, та часть, где крутушка, она обустроена, а та часть вообще еще В первозданном виде. рука человеческая, там, нога ступала, но рука не трогала. Вот все это надо привести, это такие уникальные места, ну много-много. Рустам Нургалиевич, еще одна важная тема. Мы часто в республике говорим традиции наша сила. Наша сила в традициях, да? И, наверное, такой символы внимания к традициям, нашей культуре, истории. Это, конечно, большая программа по обновлению, восстановлению острова Града Свияжск и великого города Болгар. Как вы оцениваете эти проекты и, по вашей оценке, какова их значимость для республики, для России, для мира? Но это, конечно, наше упущение, то, что, но не только наше, и наших предшественников, то, что Булгар в таком состоянии был, и Свияжск. Конечно, слава благодарности нашему первому президенту Метимиру Шариповичу, когда он завершил свою работу на должности президента, он сказал: я буду заниматься вот этими объектами. И вот буквально за 10 лет мы создали уникальные мирового уровня туристические центры. Это не просто место, куда туристов мы приглашаем, это место, которое показывает нашу самобытность, показывает нашу культуру. Вы представляете, мы скоро будем праздновать 1100 лет принятия ислама. Там наши предки приняли ислам. Не секрет, что Иван Грозный, хотя он персонаж неоднозначный, в 1551 году построил там церковь. И мы ее храним, она есть. То есть православие тоже, оно оттуда пришло. Это же красивейшее место. И все это хозяйство, оно было запустение. Значит, благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина, значит, Метимир Шарипович обратился, и каждый год мы получали федеральную поддержку, республиканского бюджета и, конечно же, спонсоров физических, юридических лиц. Вот эти объекты были приведены в порядок, и сегодня Свияжск и Булгар, они вошли в исторический список наследия ЮНЕСКО, ведь по большому счету это два объекта, которые из России получили вот такого признания. Вот в Татарстане 3 объекта. Казанский Кремль в начале 2000-х годов, значит, вот, по-моему, 14-17 год. Поэтому это наша гордость. Это наша гордость, это огромный труд, это огромная заслуга вот команды и археологи, и мы же создали лучшую международную там центр археологии. У нас таких компетенций не было. Значит, мы столько чему пришлось научиться, но вот все это скрупулезно нельзя. Не зря, значит, Метимир Шарипович, он посланник, особый посланник ЮНЕСКО. Ему подтвердили это полномочия. Хотя уже генеральный директор, другая женщина, была Бокова, сейчас француженка, значит, такой авторитет нашего первого президента. И мы сделали очень много. Но благодаря вот фонду Возрождения вот эти объекты возрождены. И не стыдно туда и поехать, и посмотреть. О святынях еще есть вопросы социальных сетей пришедший. Давно стоит вопрос о строительстве соборной мечети. Слышал, что решение вроде бы принято о ее строительстве. Где она будет? Есть уже какая-то конкретная информация? Есть обращение. На самом деле вот, праздники, пятничный намаз. Есть вопросы по тому, что как разместиться всем мусульманам. Значит, за счет женской части иногда эти вопросы решают. Поэтому такой вопрос стоит. Значит, во-первых, есть несколько площадок, которые мы должны определить, где это должно быть. Оно должно быть удобно. Мы думаем, что эта соборная мечеть должна вмещать порядка 10 тысяч человек. Это достаточно большой центр должен быть.
Первое, мы должны определиться с местом, администрация города занимается, ДУМС тоже подключен. После того, как мы определимся с месторасположением, в ближайшее время, как я сказал, 1100 лет принятия ислама, нам надо, конечно, поторопиться немножко. После этого мы проведем международный конкурс, мы хотим, чтобы это был достаточно уникальный объект, но с нашими традициями, чтобы эти моменты были сохранены и соблюдены. Поэтому такой план у нас стоит, но и то, что, вот, может быть, мы и в этом году могли бы что-то сделать, но вот пандемия, то, что экономика достаточно серьезно просела, это немножко вот сместилось, но тема она есть, и она будет реализована. Спасибо. Дим, еще несколько вопросов Без соцсетей. проблем, конечно. Про дорожное строительство. Вы уже как-то упомянули, да, об этом, немного мы тему затронули, но еще вопрос. Как соотносятся планы по застройке территорий с планами по строительству дорог? Ведь уже сейчас наблюдается транспортный коллапс по въезде в город со всех сторон. Куюки, Дербышки, Царево, Горьковское шоссе. Многих пользователей это беспокоит. Я не зря сказал, что это наше упущение. Нам надо было сразу параллельно с развитием этих жилищных комплексов продумать. Вот, скажем, в стороне Зеленодольска, там, я уверен, постепенно вот, площадка Зеленодольска, где Озон, где Вайберес, она часть этих. Потом все-таки есть один проект, если получится, по газовому заводу. То есть, но в этой части, особенно в Мамадышский тракт, значит, в сторону аэропорта, конечно, вот эти вопросы, они требуют решения. Но мы сейчас работаем в планах через вознесение выйти с новой трассой, идет проектирование. Уже начали работу в сторону, по Кировскому району, в сторону воинской части, где там был вот большой лесной массив, и потом дальше будет продолжено. Есть несколько видений решения по Дербышкам, там на самом деле тоже затык. То есть по всем этим направлениям, но мы большой проект должны реализовать, Большое Казанское кольцо, она тоже разгрузит очень серьезно, значит, наши автомобильные, как бы, и трамвай уже пошел, сейчас автомобильную часть год-два мы должны решить. Поэтому эти темы в приоритете. Акша керек, деньги нужны. Главное, что понимание есть. Нет, понимание есть, и мы системно будем подходить к решению этих вопросов. Предлагаю подключить к нашей беседе Елабугу. Еще один видео-вопрос, и тоже на тему жилищного строительства, тема строительства, которую мы сейчас заявили. Давайте посмотрим. Здравствуйте, уважаемый Рустам Нургалиевич Минаханов. Меня зовут Давлет Ильнур Максумянович. Я из города Елабуга, работаю в сфере культуры. И у меня есть к вам огромная просьба, не только что касается меня, что касается молодых специалистов. Это помощь в жилье, то есть чтобы нам, всем молодым специалистам, каким-то образом по специальной программе можно было, не заморачиваясь, получить ипотеку хотя бы. И на, естественно, низких процентов. И если вы посодействуете, мы будем вам благодарны. Не заморачивайся. Так можно было, да? Нет, вопрос очень правильный. Особенно на селе у нас большая проблема со специалистами АПК, с медицинскими работниками. Значит, для специалистов АПК, для медработников уже меры поддержки, они разработаны и работают. А в части ипотеки, у нас есть социальная ипотека, молодая семья, даже не бюджетники могут сегодня подключиться к этой программе. Но что касается работников культуры, у нас есть пока выплаты как бы подъемные для выпускников среднеспециальных и высшие, там 50 и, по-моему, 100 тысяч. Но
нужно пойти дальше. Вот мы сейчас работаем с Министерством культуры России, чтобы вот такой же проект «Грант», как для фельдшеров, для медицинских работников, он был для министра культуры должна к нам приехать. Мы эту тему тоже будем поднимать. Но земской там работник культуры, да, это хорошая форма будет. Подспорье хорошего специалиста, конечно. Ну, мы ответили на вопрос пользователей из Елабуги. И еще одна тема большая, которую, наверное, можно тоже долго очень обсуждать, это тема, связанная с экологией, экологическая повестка многих действительно волнует. С одной стороны, развитие промышленности, конечно, хорошо, но влияет на ситуацию с окружающей средой. Следующий видеовопрос как раз и будет посвящен этому из Нижнекамска. Житель Нижнекамска. Давайте послушаем. Здравствуйте, меня зовут Никита Икомаскин, я живу в Нижнекамске. Рустам Нургалиевич, у меня есть вопрос касаемо экологии. Мы живем в таком крупном промышленном городе, как Нижнекамск, и в связи с этим я хочу выяснить, будут ли предприниматься какие-то улучшения в вопросе экологии в нашем городе и в ближайших там деревнях, селах и, в принципе, на ближайшей территории. А так нас все устраивает, нам все нравится, у нас там классный город, и в Татарстан вообще, все в Татарстане замечательно. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле Нижнекамск — это крупный промышленный химический центр, нефтехимический центр. Но я должен вам официально заявить, что все новые проекты, которые мы реализуем, они соответствуют последним мировым стандартам по экологии. Вот вы можете там поехать на Танека, вы даже запаха там ничего не почувствуете. Да. Значит, то же самое, вот большая программа идет по реконструкции ТАИФ-НК, но есть у нас еще старые производства, которые мы модернизируем, и, конечно, есть некие вопросы по экологии. Но должен отметить большую работу группы компаний ТАИФ в части очистных сооружений. Ведь там был запах, все эти вопросы они решили, большие инвестиции, плюс они проложили такой очень сложный коллектор, если не ошибаюсь, до 14 метров глубиной он проходил. То есть тоннельной проходкой даже проходили некоторые места. Поэтому вопрос экологии в Нижнекамске был, и он остается. Мы там усиливаем систему контроля, то есть Министерство экологии ставит там дополнительно. Но и сами предприятия понимают, что в современных условиях, тем более, вы знаете, вот какие вызовы. Вызовы в 30-м году карбоновые выбросы снизить на 50%, вот в мире такую задачу, а к 50-му году карбоновые выбросы 0. Это очень сложная задача. И оно же не просто декларации. Компании, которые не будут соответствовать экологическим требованиям мировым, они на рынке уже не могут продавать свою продукцию скоро. Даже вот такие вопросы. Поэтому это жизненные требования. Значит, работа по улучшению экологии, значит, вот большая проблема там была с подтоплением. Вот там же очень много дач в Нижнекамске. И это. Вот сейчас есть федеральная программа, мы туда попали, вот эту дамбу сделали. Это тоже экология. Вот очистные сооружения. Значит, любое производство после модернизации, оно уже новое и понятное, даже не обсуждается. То есть, если мы там построили Татнефть, вот 2 завода по переработке нефти, там давление на экологию вообще практически вот минимальное. Поэтому вот по этой схеме дальше будем работать. Если выйти за пределы Нижнекамска и вот ближе к нам сюда, вопрос сточных вод и сбросов в Волгу, он стоит, наверное, да? Если вы телевизор смотрите, наш президент Владимир Владимирович Путин обозначил эту тему. Мы ее знаем. Знаете, очистные, они требуют больших средств. Вот даже в Кировский район у нас
не может развиваться из-за того, что нет возможности. Вот сейчас мы запускаем КНС, КНС там, да. и это позволит нам. Но очень много выбросов не только у нас, там, в речке, в реке. Поэтому мы создали специальную инженерную службу, которая работает по очистным. Мы участвуем в национальном проекте по Волге, то есть национальный проект, и достаточно, вот даже в этом году, по-моему, под 3 миллиарда денег. Из них часть наша, часть федеральная. То есть мы будем активно этим заниматься. Не секрет, что даже существующие очистные сооружения, они просто сливали нечистоты. Это, конечно, очень большое безобразие. Эта тема, вот в Альметьеве сейчас идет работа. В общем, во многих районах у нас идет работа по очистным сооружениям. У нас очень большой проект, это иловые поля, это большая проблема. Вот Да, здесь в жалуются Казани, жители, да. да, Мы пахнет. ищем технологии, как там, что можно сделать. И, конечно же, сегодня федеральное правительство очень как бы позитивно настроено в поддержке решения вот таких задач. Ну и большой пласт здесь, наверное, захоронение мусора, да? Но если взять, вот у меня есть статистика, у нас под разными свалками 540 или 530 гектаров земли. 530 гектаров земли. Значит, ну вот весь мир этот путь прошел. Есть один путь пока. Значит, во-первых, сортировка, то есть большое количество вторсырья идет на дальнейшую переработку. А остальное мы должны термический метод для выработки энергии. Вот такой путь мы выбрали в Казани. Этот проект начался, очень по-разному это обсуждали. Хотя, значит, опыт Японии, вот я был 21 завод в самом Токио. Значит, конечно, это очень дорогие проекты за счет того, что очень мощная система очистки. 2/3 этого завода – это система очистки. И этим путем мы тоже пойдем. Мы уже пошли. На все нужны деньги. Денег мы нефтезависимы. Нефть на этой неделе упала. Ну, немножко упала. Ну, тем не менее, многие говорят, что вот сейчас есть такие тоже разговоры, что вот в Татарстане тоже нефти осталось лет на 20-30. Вопрос ведь, на что дальше жить? Нет, ну, я могу вам уверенно сказать, нефти у нас очень много, в разных формах. А та нефть, которая там по 500 тонн, по 1000 тонн в сутки фонтанировала, нет. У нас средний дебет скважин, там 3,8-3,9 тонны, а вводненность средняя 85%. Но в этом режиме уже мы 20 лет работаем. И извлекаемый запасы у нас промышленный около миллиард тонн. Но у нас огромное количество битумных нефтей. Мы уже сейчас скоро 3 миллиона тонн будем битумных нефтей. Они лежат на глубине 120-150 метров. То есть нефтяная промышленность была и останется. Другое дело, те месторождения, которые были нерентабельны, у нас не было технологий, особенно с низкой проницаемостью вот, месторождений. Сегодня в этом направлении очень много делается, очень много науки. Поэтому нефтяная отрасль никуда не уходит, но мы все-таки нацелены не нефть продавать, а нефть использовать как нефтехимическое сырье. То есть перерабатывать его, потом дальнейший передел нефтехимической продукции, потом передел вот этих полимеров, каучуков, и будем зарабатывать на этом. Кроме этого, я уже сказал про машиностроение, сказал про новые материалы, то есть вот композиты, мы там строим завод на особой зоне, цифровизация, это Иннополис. Все эти вещи, значит, очень серьезно мы обращаем внимание на малый и средний бизнес, он
У нас пока 26 с лишним процентов, но у нас промышленность, экономика большая, но потенциал в малом и среднем бизнесе очень большой. Эти направления, поэтому никакого опасения, что у нас нефть кончится. И да, сегодня нам надо пережить этот момент. Мы очень серьезно упали, у нас доходы очень серьезно упали. Вот мы на 8 месяцев 34 миллиарда имеем минус к прошлому году. Да, это неприятно, это очень сложно. Но вот небольшая поддержка была федеральная. Мы еще надеемся на поддержку. Мы выправим ситуацию. Нам, конечно, ну, я думаю, что нефть немножко спала. Я не думаю, что она должна глубоко... Нет на это причин. Я уверен, что она должна выправиться. Тем более сейчас идем к зимнему периоду. Все должно быть стабилизировано. Я предлагаю к нашему разговору подключить нашу вторую студию. Тем более, что там как раз тоже вопрос, связанный с экономикой, насколько мне передают. Коллеги, вам слово. Ае, хайырлы көн, тагын бер кат ТНВ студиясы туры эфирда. Рустам Нургалиевич, сез безне уйламагыз, без җырлап, биеп, көлеп, туп тибеп кенә йөриләр булар дип. Безне әлбәттә җитди сораулар, җитди мәсьәләләр дә борчый. Һәм инде шуны дәлилләп, мин сүзне Ринат Шәрәфиевка бирәм. Ул яшь эшмәкәр, аның да соравы бар. Рустам Нургалиевич, хайырлы көн. Мин бик шат. Сез экономика өлкәсендә бик яхшы белгеч. Хәзерге вакытта валюта курслары үсә бара. Бәяләр, фатир бәяләре, торак бәяләре күтәрелә, я төшә кинәттән кризис булган очракларында. Сез берәр ышанычлы өлкәгә акча салу киңәшен бирә алмассызмы безгә, яшьләргә? Рәхмәт бик зур. Куда вкладывать деньги, спрашиваю? Да, я понял. Беренчедән, менә сез яшь кешеләр булган акчаны йорт салырга кирәк. Яхшы йорт булсын, яшәргә уңай булсын. Икенчесе, яшьләрсез укырга кирәк. Нинди мөмкинлек бар белем алырга. Менә торакка һәм укуга, гаиләгә менә ул акчаны җәлләмәскә кирәк. Ул бер кайда югалмый да, белем дә, йорт та ул сезнең капиталыгыз. Аның киләчәге бик зор яшьләр өчен. Шуңа күрә шул юлны карагыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә, уңышлар. И давайте продолжим такое наше интерактивное общение, потому что тема экономики она такая обширная. Не так давно мы узнали интересное новое слово «самозанятые». И, в общем-то, в республике сейчас их достаточно много, почти 80 тысяч человек, если не ошибаюсь. И у нас как раз есть вопрос на эту тему из Казани, заранее записанный видео-вопрос. Давайте посмотрим его. Здравствуйте, я самозанятый, и уже вот с 2020 года, с февраля, и мне очень нравится этот статус, он мне очень полезен, и мне хочется узнать, будут ли далее какие-то программы поддержки самозанятых, гранты, льготы, для того, чтобы я как пиарщик, как пиар-консультант могла рекомендовать уже своим клиентам выходить из тени, становиться самозанятыми и использовать этот статус. Так как я всегда знаю, что Татарстан впереди планеты всей по различным инновационным штукам и по внедрению различных программ поддержки. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я должен сказать, что такая форма самозанятый. Есть индивидуальный предприниматель, есть малые предприятия, разные формы. Но это первая ступень. Первая ступень. Молодой человек, студент, ну, может быть, и не молодой человек, может как бы легально зарабатывать деньги. То есть ставка 4%, если ты физическое лицо с физическим лицом, если юрлицо 6%. Это очень достойно. Мы долго это обсуждали и с федеральными коллегами. Решение принято. Я считаю, что это очень правильное решение. Мы должны полностью выйти из серого рынка. Это неправильно, это несправедливо. Поэтому вот государство приняло уникальное решение, дало возможность, значит, использовать в свое время знания,
умение для того, чтобы ты мог заработать. Ты начинаешь самозанятым, потом можешь там перейти в предпринимателя или создать какое-то предприятие. И я уверен, что эта форма, она очень кстати. И, значит, не зря почти 80 тысяч человек уже у нас самозанятых. Да, самозанятые тоже пострадали в период пандемии. Я сам обращался в федеральное правительство, чтобы обратили внимание самозанятых. Так получилось, что вообще главный идеолог программы самозанятых – это Михаил Иванович Мишустин, будущий руководитель налоговой. Вот мы с ним это много обсуждали. И вот мое обращение, оно сразу нашло поддержку со стороны федерального правительства, со стороны президента. Как вы знаете, вернули им те налоги, да, еще МРОД заплатили. То есть руководство страны понимает, что вот эта форма, она даст возможность стать прозрачным. Ведь люди, которые работают на сером рынке, у них кредитной истории нет. Они в банк пойдут, у них ничего нет, да. А это уже можно студентам уже можешь формировать свою кредитную историю. И, конечно же, и дальше вот, форма поддержки самозанятых, они должны быть обязательно. Мы и перед федеральным правительством будем ставить эту тему. Я знаю, неравнодушен наш председатель правительства Михаил Иванович этой теме, он будет поддерживать. Ну и я тоже считаю, что это очень хорошая форма. Вообще человек должен быть как-то, прежде чем идти в бизнес, надо быть уверенным в себе. Вот, может быть, небольшой бизнес в виде самозанятого, очень простая форма, не надо бухгалтер, не надо никаких этих. Это же как только ты начинаешь, там, бухгалтер нужен, налоговую надо идти. Это. Сейчас все максимально упрощено, и ты можешь официально, значит, уже влиться. Ты самозанятый, ты сам себя кормишь, ты обслуживаешь людей, а дальше ты можешь расширяться, уже находить какие-то другие формы. Обязательно эту форму надо поддерживать, это очень правильно. И вот наши коллеги самозанятые, надо, я и сам встречаюсь с ними. Вот был недавно в агропромпарке, там я сказал, чтобы всегда у них место было, чтобы их никто не обижал. Будем создавать им самые такие комфортные условия. Евгений, надеюсь, ответили на ваш вопрос. Рустам Нургалиевич, мы знаем, что вы всегда смотрите в будущее, на несколько шагов впереди, оцениваете, прогнозируете. И я думаю, что вот вопросы сейчас, которые мы вам зададим, они тоже такие о будущем, но в то же время должны быть, наверное, вам близки. Агентство исследовательское «Промрейтинг» провело недавно в Татарстане интернет-опрос о том, как люди, жители нашей республики относятся к идее внедрения так называемого беспилотного транспорта. И в автомобилях, и там поезда, например, самолеты, может быть, даже. И вот на этом слайде мы видим результаты этого опроса, как относитесь к внедрению беспилотного транспорта. 42, даже чуть больше, 42% относятся к этому положительно. Мы знаем, что вы даже сами тестировали, смотрели вот это беспилотное такси в Иннополисе, да, у нас говорят, что скоро запустят беспилотное метро, но вы же автомобилист, вы автогонщик в том числе, мы знаем вас и в этом качестве. Как вы, вот, не видите ли здесь какого-то такого конфликта, все-таки беспилотный транспорт на улицах наших городов? Знаете, машина делает меньше ошибок, чем человек. Но есть некие алгоритмы, которые железобетонно будут выполняться. Как только мы сумеем вот этот робот обучить вот этим качествам, он не устает, он не отвлекается, он не кушает, он по телефону не говорит. Вот вы посмотрите вот на дорогах, наверное, кто за рулем ездит, там, или он кушает, каждый второй или почти по телефону говорит. Сегодня самолет, он практически, он взлетел, и посадка, хотя уже есть технологии, которые и взлет, и посадки, и полет, значит, автопилот. Авиации это дело продвинуто. Значит, очень большая работа идет на КАМАЗе по беспилотнику, очень большая работа. На Иннополисе они тоже и на КАМАЗ работают. Есть Яндекс Такси, я на нем ездил. Я
был в Японии в одном из университетов, они тоже занимаются. Я ездил на их машине тоже. Я должен сказать, что Яндекс.Такси очень продвинут по сравнению. Да. Это будущее. Ведь если взять сейчас вот современный автомобиль, там много элементов, которые помогают водителю. То есть все-таки автомат, но без человека это все равно не будет. Человек должен присутствовать, или он должен обслуживать, или смотреть. Другое дело, будут высвобождаться большое количество людей, но перепрофилируем на сферу обслуживания. Будем обучать их другим профессиям. Ничего страшного, у нас не хватает людей. Вот на эту тему, кстати, еще один слайд, тоже по результатам опроса. Спрашивали людей о том, не боитесь ли вы, что роботы, развитие новых технологий лишит вас работы, ну, если грубо говорить. 27, почти 28% посчитали, что риск высокий того, что в будущем вашу работу за вас может выполнять умная компьютерная программа или робот. Что бы вы сказали этим людям, которые переживают за это? Не надо переживать, не надо переживать. Значит, вот, наверное, когда вот самоходные коляски появились, да, они как будто это были. Все будет нормально. Человек быстро привыкает и быстро адаптируется. Он найдет себе. Все равно без человека ничего это работать не будет. Человек всегда должен присутствовать. Человек, он будет, значит, да, надо, чтобы человек больше отдыхал, больше занимался спортом, больше это. Но убежден, никакой опасности нет. Просто надо будет, может, переучиться на другую специальность. Ну, мы же нормальные люди. Если раньше ты один техникум или институт кончил, дальше все время. Сейчас, может быть, придется переучиваться там, какую-то новую квалификацию принимать. Убежден, что да вовсе эта тема тоже обсуждать. Что будет там, вот столько-то водителей освобождается. Знаете, у нас столько мест, где нужны руки. Поэтому я считаю, что вообще наоборот, надо вводить, даже, может быть, вот этот робот, он будет помогать этому человеку управлять там поездом, управлять этим. Но не будет там 5 человек, там экипаж, да, будет там 1 человек. Но и то. Ведь вы посмотрите, вот дальнобойщик, он там 7-8 часов дальше должен отдыхать. А если это будет беспилотник, он 24 часа будет ехать, он уставать не будет, он отвлекаться не будет. Есть плюс, да. Очевидные. Что, коллеги, мы уже 1,5 часа практически в прямом эфире, и осталось очень много вопросов, и зрители наши благодарят вас за изменения, которые произошли в республике. Поздравляют республику, конечно же. Да, у меня на эту тему еще один видео, такой не вопрос, даже видеокомментарий. Руслан Нургалиевич, посмотрим. Интересное такое мнение, давайте посмотрим в завершении программы. Добрый день, меня зовут Галеева Рената, я живу в Набережных Челнах, мне 32 года. Вот ко мне подошли журналисты, спрашивают, какие у меня есть просьбы, пожелания к главе нашей республики. А я даже сижу и не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что на самом деле бываю в разных регионах нашей страны. И в Татарстане мы живем очень хорошо, и все меня радует. В принципе, все делается очень... Дороги у нас хорошие, прекрасные, отремонтированы все поликлиники, все больницы, поликлиники для детей. Поэтому все хорошо. Благодарю вас. Надеюсь, что и дальше мы будем процветать в Татарстане и жить хорошо. Вот такая оценка работы большой команды Татарстана. Понятно. Большое спасибо. Но я, знаете, вот никогда не должен быть ты удовлетворен своей работой. И как только ты скажешь, что все, я все сделал, значит, ты все. И я знаю, что у нас очень много еще недостатков. Я знаю, что у нас достаточно много непрофессиональных там управленцев. Я знаю, что у нас достаточно много убыточных предприятий, которые обанкротятся и оставят людей без... Вот всем этим надо заниматься. Я знаю, что даже мы построили там какой-то комплекс, а он не работает, потому что там, ну, не те люди.
И поэтому нам важна вот такая связь, когда люди реагируют. Он что, барин, что ли? Его на работу поставил, он должен служить вот этому населению. А он считает, что все ему обязаны и должны что-то делать. Доктор ли это, педагог ли это, работник социальной сферы ли это, или работник какой-то администрации. Мы должны немножко переформатироваться, сделать с другими. Вот на самом деле основная часть, конечно, уже она переформатировалась. Вот поликлиники, да, больницы. Это же очень важно. Человек, он и так уже болен, он приходит и там, значит, заставляет его ждать, там, ходить там по кабинетам. Не дай бог еще какая-то врачебная ошибка. Вот такие вещи, конечно, они очень, ну, везде должны быть профессионалы, везде должны быть люди ответственные. Наверное, мы немножко там лучше выглядим, чем другие регионы, но нам еще много-много что надо сделать. И есть еще куда надо дороги построить. Мы понимаем, что и есть еще вот дворы, мы говорим, там не секрет, что есть еще дома, люди, которые, значит, ну, аварийные дома у нас до 13 или 14 года, которые вошли они в этом списке. Сейчас вот новый список будет. И, конечно, это и понимает руководство страны. Поэтому, ну и чем больше мы делаем, и запросы населения больше, но это нормально. Но у нас же есть и стратегия 2030, У нас есть стратегия. И стратегия – это главное за счет экономики сделать качество жизни. И самое главное в этой стратегии – это люди. Мы должны им дать хорошее образование. А это же не просто прихоть, это мы хотим, чтобы мы были конкурентны. Вот то, что будут у нас образованные, амбициозные, грамотные люди с не только знаниями, но и с какими-то профессиями. Вот ресурсные центры мы сейчас строим после WorldSkills. Мы понимаем, что очень важны рабочие профессии. Сейчас рабочая профессия может быть сложнее, чем даже ты в институте какую-то специальность получил. Поэтому эти вопросы очень важны. Руслан Нургалиевич, 1,5 часа эфира, обстоятельная беседа. Благодарим вас за нее. Наш эфир приурочен к столетию образования Татарской ССР. В завершение просим вас поздравить всех наших зрителей из соцсетей и телезрителей, вообще всех жителей республики с этим большим праздником, юбилеем. Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить за прекрасную возможность. Вот этот год, он год столетия ТАССР. И, конечно же, мы постарались максимальное количество программ, максимальное количество объектов, значит, реализовать в этом году. И дороги, и социальные объекты. Огромные слова благодарности нашим ветеранам. Ведь вот мы говорим, вот республика у нас вот такая, она же не за один день стала такой. Это кирпичик, кирпичик, кирпичик. Значит, то поколение, которое было до нас, оно вкладывало. Наша задача улучшить, еще продвинуться вперед. И, конечно же, вот слова ветеранам, которые сегодня с нами, ветеранам, которых, к сожалению, уже нет с нами, вот слова благодарности. Ну и ведь если у нас каждый не будет привносить что-то, улучшение, значит, никто нам республику нашу менять не будет. Да, как бы все зависит от нас. Поэтому наша работа, она должна быть системной. Мы должны видеть, какие направления у нас, ну, или запущены, или где-то надо подтянуть. Но для того, чтобы все это было, главное это люди. Это вот я уже говорил, это профессионалы, образованные, как угодно, инженерные он или какие-то рабочие профессии. Не зазорно. Иногда вот мы видим даже вот ресурсные центры, конкурс больше, чем какие-то вузы. Да. Это очень хорошо. Поэтому Татарстан, он должен быть лидером. Это территория, где мы родились, где мы живем. Очень важно сохранить мир, согласие.
Ведь у нас нет никакой разницы, какой-то национальности. Татарин, русский, чувашин, еврей. Значит, вот у нас собор, вот у нас мечеть, там синагога, там наши староверы. Надо уважать все это. Надо уважать наши традиции. Вот, русские, там, православные праздники, наши мусульманские, чувашские, удмуртские. Значит, от этого мы только богаче и дружнее. Если мы будем спорить, кто из нас там круче, или это, ничего не получится. Поэтому мир, согласие, уважение к нашим традициям, уважение к нашим старшим, вот это залог нашего будущего. Ну и, конечно, это особое отношение к нашим детям. Мы должны создать все, чтобы наши дети были самыми конкурентными, чтобы они жили в самой лучшей республике. Вот к этому мы должны стремиться. То есть это движение, вот дошли и не остановились мы. Должны все время идти вперед. Поэтому всех поздравляю с праздником. Хочу поблагодарить каждого жителя республики за то, что вот мы, татарстанцы, живем в этой прекрасной республике. Спасибо, Рустам Нургалиевич. Давайте все-таки мы в завершении программы еще попрощаемся с нашей студией татарской, ТНВ. Коллеги, вам слово. Bizden de rahmet sözleri sizga Rustam Nurg'aliyevich. Ham endi TNV studiyasidan bir taqdim. Ayda güzel qizlar, yigitlar telefonlarini olamiz da shu turi efirga like qo'yamiz. Rizami? Rustam Nurg'aliyevich, bek zo'r rahmat sizga. Mana shulay bizni yaqin etib, tatarcha, o'zbekcha javob berganingiz uchun. Tatar tili yashasin, tatar tili saqlansin, yoshlar, bolalar tatar tilida so'zlashsin. Biz shunga umidlanamiz, biz anga ishonamiz, ham biz sizga ishonamiz, Rustam Nurg'aliyevich. O'ngishlar sizga. Sizden televizyon programmalarınız bek kerak, bek qiziq. Kelajakda da bizning rus tilida da, tatar tilida da sizlarga o'rganishga mumkinlik bo'larga tegish. Amin, shulay bo'lsin. Rahmat. Спасибо большое, Рустам Нургалиевич, за этот эфир. Большое спасибо, друзья, всем, кто нас смотрел, кто присылал свои вопросы. Всего вам доброго, берегите себя. Бек зор рахмат, спасибо большое.